На повестке еженедельного совещания в правительстве 6 ключевых вопросов. Первый – реализация в республике национальных проектов и федеральных программ. На сегодняшний день, согласно финансовому мониторингу, кассовое исполнение по 6 национальным проектам в нашей республике превышает среднее значение по Российской Федерации. Это значит, что по итогам работы регион лидирует среди субъектов. Это следующие 6 проектов. Национальный проект «Семья», касса по республике 46,1%, по стране 45,4%. Продолжительная и активная жизнь 56,8% по республике, 46% по стране. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» с кассой 45,9% по республике и 34,5% по Российской Федерации. Экология. Касса по республике 81,4% и по стране 37,2%. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Касса у нас по республике все 100%, по Российской Федерации 68,4%. Всем ответственным министерствам поручено проводить работу качественно и в срок. При поддержке федерального центра в Ингушетии улучшается качество жизни, возводят современные объекты практически во всех направлениях. Далее участники переходят к следующему вопросу. Проводимая работа региональным центром управления регионом по мониторингу информационного поля в сети интернет, обработке жалоб и обращений от населения республики. На все возникающие вопросы граждан реагируют оперативно. Соответствующая информация передается сразу ответственным министерством. Попросил бы коллег немного более развернуто давать ответы, потому что часто жители, одни и те же жители, задают одни и те же вопросы. Вот. Основная часть обращений, 65% из общего числа, традиционно связана с проблемами в сфере ЖКХ, но особенно с вопросами водоснабжения. Чаще всего граждане жаловались на отсутствие воды, 140 обращений, 143 обращения, и перебои с электричеством, 18 обращений. Наибольшее количество жалоб поступило, соответственно, из самых больших наших населенных городов, из ранних Карабулак, ну и Сунжа. Далее участники совещания переходят к следующему вопросу об итогах проведения в Ингушетии единого государственного экзамена в 2025 году. В республике подготовка к проведению ЕГЭ проводилась на высоком организационном уровне с целью недопущения нарушения. Экзамены в текущем году прошли по технологии доставки информационных материалов по сети интернет. В основном этапе проведения ЕГЭ и ЕГЭ приняли участие 2548 участников. В рамках осуществления контроля за проведением ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования Министерством образования и науки Республики Ингушетия проведен мониторинг об удаленных участниках ЕГЭ, о допущенных нарушениях порядка проведения ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования. Так, за основной период 2025 года удален 61 участник ЕГЭ. По сравнению с 2024 годом число удаленных сократилось до 96 участников. В 2024 году их было 157. Также участники совещания в рамках повестки рассмотрели ход проведения весенней призывной кампании и отбор граждан на службу по контракту, организацию оповещения призывников на срочную службу в вооруженных силах России. По всем вопросам Магомед Девлоев дал руководителям министерств и ведомств, а также главам районов и городов соответствующие поручения. Рина Цичуева, Султан Лугучев, Магаз 24.